Сегодня все чаще можно услышать утверждения от сепаратистов и оккупантов о том, что абхазской государственности более 1200 лет, что Леон II создал независимое государство, равное крупнейшим династиям Европы, и что именно от него начинается самостоятельная абхазская политическая традиция. Давайте спокойно, без эмоций разберемся, что на самом деле происходило в 8-11 веках и какое место в этой истории занимает Леон II. Для начала важно понимать общий контекст. Территория современной Абхазии в античности входила в состав западно-грузинских царств. Сначала Колхидского царства, а затем Лазики. Эти государства были частью Картвельского, то есть грузинского мира. Племена, населявшие регион, относились к грузинскому этнокультурному пространству: мигрелы, сваны, месхи и западно-картвельские группы, в том числе и абхазы. В VIII веке на фоне ослабления Византии и арабских вторжений происходит укрепление западно-грузинского политического центра. Леон II – ключевая фигура этого периода. Он действительно освободился от византийской зависимости и объявил себя царем, но важно понимать, он не создал новое этническое отдельное государство, он объединяет западно-грузинские земли. В 806 году столица государства была перенесена в Кутаиси. Если бы население Абхазского царства было бы не грузинским, и Леон был не грузином, вряд ли бы столица была бы вообще перенесена, и тем более на территории древнейшей столицы Грузии. Это крайне важный момент. Кутаиси становится политическим центром царства, и именно вокруг этого престола позже произойдет объединение всей Грузии. Если бы речь шла о создании отдельной изолированной государственности, дальнейшая история пошла бы иначе, но происходит другое. В X веке Давид III Куропалат из Таукларджети, то есть из Южно-Грузинского царства, способствует возвышению Баграта Багратиони. Баграт по материнской линии потомок правителей Западной Грузии, то есть Абхазии, а по отцовской представитель Южно-Грузинской династии Багратионов. И именно слияние этих двух линий приводит к объединению страны. В 1008 году Баграт III становится царем объединенной Грузии. Его титул начинается со слов «Царь абхазов». И здесь начинается самое интересное. В XI-XIV веках термин «абхаз» в источниках упоминается как равно «грузин». Греческие хронисты называют грузинских царей архонтами Абхазии, Западной Грузии, и Иберии, Восточной Грузии. Арабские географы пишут, что в Абхазии живут гурджи, то есть грузины. Персидские авторы называют царство царицы Тамар царством абхазов, населенным гурджами и говорившим на грузинском языке. Даже Черное море персы называют Гурджи-Дария, то есть море грузин. Это еще раз подтверждает, что грузин и абхаз в средневековье означалось один народ. То есть Абхазское царство – это ранний этап формирования единого грузинского государства. Теперь о языке и культуре. Все летописи этого царства того времени написаны на грузинском языке. Все лапидарные надписи во времена существования этого царства грузинские. Ни одного малейшего следа современного Апсуа на территории Абхазии не обнаружено. Все храмы имеют грузинские архитектурные формы и грузинские надписи. Церковная юрисдикция постепенно выходит из-под влияния Константинополя и переходит к мцхете, то есть в общегрузинский. Создаются грузинские кафедры. Это не признаки отдельной цивилизации, это признаки грузинского культурного мира. Далее, в 15 веке после распада единого грузинского царства, Абхазия входит в состав княжества Удыщи, то есть Мигрелии. Венецианский дипломат Йосафат Барбаро пишет, что граница Самегрелу простирается до Черкесии. Резиденции правителей Самегрелу находятся в Меркуле, и что Цхуми, Сохуми – грузинский город. Лишь в 16-17 веках усиливается экспансия северокавказских племен, начинается сложный этнодемографический процесс. Но это уже другая эпоха, не связанная напрямую с царем Леоном II. Возвращаемся к вопросу 1200-летней государственности.
Да, западногрузинское и абхазское царство имеет более чем тысячелетнюю историю. Да, династия правителей имеет глубокие корни, но эта государственность была частью общего грузинского исторического пространства. Леон II не строил отдельные национальные государства в современном смысле. Он создавал и укреплял западногрузинское государство, который стал фундаментом объединенной Грузии. И еще один важный момент. В средневековой традиции суверенитет действительно принадлежал династии, но именно через династические объединения возникло единое грузинское царство, не через разделение, а через объединение. Если внимательно посмотреть на историю, возникает простой и логичный вопрос. Если Леон II, его предшественники и его преемники последовательно стремились объединить грузинские земли в единое централизованное государство, если их политическая линия заключалась именно в консолидации страны, то почему сегодня делаются попытки трактовать эту эпоху как начало разделения? Леон II не стремился к изоляции, он усиливал западногрузинское и абхазское царство для того, чтобы объединить остальные грузинские земли и стать правителем единого государства. Вся политика династии была направлена на централизацию и объединение. Итогом этого исторического процесса и стало создание единой Грузии. Современные же так называемые абхазы пытаются напротив отделить Абхазию, эту историческую грузинскую область, от самой Грузии. При этом они подчеркивают уважение к Леону II, называют его своим царем и символом государственности. Но здесь возникает очевидное противоречие. Политика и мировоззрение Леона II заключались в объединении Грузии, в укреплении общего государства и общей исторической судьбы. Современная линия на отделение и разрыв не соответствует ни его действиям, ни его целям. Еще раз, Леон стремился стать царем объединенной Грузии. Он строил государство через объединение. История сложная и многогранная, она не черно-белая. Но когда мы опираемся на источники, хроники, титулатуру, архитектуру, письменность, вырисовывается довольно четкая картина. Леон II выдающийся правитель. Абхазское царство – важнейший этап грузинской истории. Но этот этап был не отделением, а шагом к объединению. И именно так его воспринимали современники той эпохи. Историческая память важна, но еще важнее точность и понимание прошлого. Друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео, и ставьте лайк, это помогает продвижению нашего канала.